Итак, друзья, вот и увидел свет первый официальный трейлер новой адаптации Гарри Поттера от HBO. Будучи фанатом Поттерианы, о чем свидетельствует 8 обзоров на все фильмы нулевых с активным дополнением из лора, нельзя не радоваться новой экранизации. Итак, что уже показано в трейлере? Более каноничная тетя Петунья и Дадли. Да, это не так важно, но в книге они как раз таки были светловолосыми. Из более очевидных и узнаваемых персонажей мы тут видим Дамблдора, МакГонагал, Хагрида, Молли Уизли, Рона, Оливандера и всю шайку Драко Малфоя. Также мелькнула новая Гермиона и кто-то, кто успел нашуметь и стать Северусом Снейпом. Друзья, лично у меня нет никаких предрассудков. О чем речь, если мои любимые актеры Сэмюэль Л. Джексон и Дензел Вашингтон? А уж о профессионализме и актерской игре Папы Эсьеду в роли Северуса Снейпа мы обязательно поговорим, когда увидим сериал. И поверьте, если она будет не на уровне, уж мы-то точно пройдемся по нему катком как из книг, так и оригинальной экранизации. Но пока будем объективны, никто не Алан Рикман. Абстрагируемся от этого великого актера, вечная ему память. Лично мне хотелось бы видеть в этой роли Киану Ривза. Кто-кто, а охотник на демонов, избранный и вообще крутой парень, который карандашом может разобраться с 3 бугаями, был бы идеальным двойным агентом Волан-де-Морта и Дамблдора. На крайняк даже Локи подходит под описание бледного парня с темными сальными волосами больше, но жребий брошен. В общем, дадим парню шанс, а критиковать или хвалить будем уже когда увидим его в деле. К слову, Темного Лорда нам так и не показали. По книге он был куда более жутким, чем в фильмах. А раз уж следуем лору, то, возможно, и тут он будет более каноничным и с красными глазами. А возможно, слухи подтвердятся, что Темный Лорд в сериале будет темной графиней. Поживем увидим. А теперь давайте вернемся к просмотру интересных моментов из трейлера и подумаем, что сулит нам новая адаптация. Тетя Петунья подстригает Гарри. В первом фильме об этом ни слова, но в книге на кучерявых и длинных волосах Гарри часто делался акцент. Они у него росли примерно как в 4-м фильме. Непослушные волосы племянника всегда очень быстро отрастали, и это жутко бесило тетю и дядю. Далее Дадли и его бригада булят Гарри, что тоже известно только тем, кто читал книги. Избранный постоянно подвергался нападениям кузена. Именно он сломал ему очки. Наконец приходит письмо, и они с Хагридом направляются в Лондон, где покупают палочку у нового Оливандера. В трейлере присутствует и сцена на вокзале, которая демонстрирует переживание избранного, ведь его будущего друга провожает мама, а он совсем один. Далее легендарное знакомство, прибытие в Хогсмит, первый визит в замок и распределение. Кстати, судя по всему, тут тоже будет канон, ибо ученики сами надевали себе шляпу на голову. Далее следует всего скорее урок зельеварения, ибо по лору это подземелье, а после и вырезанный в фильме урок травологии. Также парни распаковывают метлу Nimbus 2000, судя по всему, в своей комнате, ибо в книге Гарри вежливо попросили, чтобы это было секретом до самого последнего момента. Ну и куда же без веселья из книги, которое фильмы банально не успевали вмещать в себя. Благо теперь время и бюджет позволяют разгуляться. Судя по трейлеру, нас ждет сюрприз уже на Рождество этого года. Будем следить за новостями и информировать вас о свежих поступлениях Поттерианы. Ссылку на весь трейлер оставим в описании, поверьте, это стоит увидеть своими глазами. Благодарим за внимание и до скорых встреч!